Всем привет! Это 4-я серия ресурсного теста Hyundai Bayon. Мы обещали, что эту серию мы посвятим технической части. Сегодня мы на сервисе. Заходим! Я вот только в этой форме могу тут находиться. Я же клиент. Вот машина уже стоит. Машина на сервисе. Сергей автомеханик 5-го разряда. Поэтому кому как не вам задать несколько вопросов. Первый, наверное, по двигателю. Все спрашивают, что за мотор, какой ресурс. Про задиры спрашивают. Давайте по порядку. Вот я знаю, что это 1.4 атмосфера. Да, это двигатель серии Каппа. Следующее поколение моторов после гаммы. Двигатель очень надежный, ставился и ставится на очень разных автомобилях. Вот. Двигатель с распределенным впрыском, с алюминиевым блоком. То есть здесь блок, голова. Алюминиевый, естественно, сплав. Двигатель имеет на впуске и на выпуске изменение фаз газораспределения. Вот. Вариатируется он вкупе с автоматической шестиступенчатой трансмиссией, гидротрансформатором, да. Двигатель очень надежный, нареканий по нему никаких нету, достаточно экономичный, для городских условий оптимальный вариант. Здесь 100 сил, 134 момента. Верно. У акцента есть 1.4. Это тот же самый 1.4? На свежих моделях, да, ставится тоже двигатель серии Каппа. До этого ставился серии Гамма 1.4. Вопрос по задирам сразу. Здесь производители дополнили мотор маслофорсунками, которые охлаждают юбки поршней. Препятствуя образованию. Естественно, препятствует избыточного перегрева двигателя. Ну, в принципе, этот вопрос решили, и эти моторы этим на моей памяти не страдают. Ну, вот еще также небольшой, ну, скажем, экскурс вот в эти задиры. За счет чего они вообще появлялись и как этого избежать? То есть топливо, не знаю, перегрев, там, замена масла. Здесь в первую очередь эксплуатационные моменты. То есть необходимо вовремя, соответственно, менять технические жидкости, то есть, соответственно, вовремя проходить ТО, замену масла. Стараться заливать качественное топливо. Избегать сторонних заправок непонятного происхождения. Популярные сетки, да? Естественно, да. Как я рекомендую, обычно заправляйтесь там, где очень много постов заправки. Там чаще меняется топливо, чаще, то есть не застаивается, но хорошая проходимость. Кстати, 92-й, 95-й. Вообще рекомендуют на 92-м, но по проверкам некоторых моментов по 92-му бензину лучше заливать 95-й. Теперь по коробке. Шестиступенчатый гидротрансформатор, не робот, не вариатор, одна из самых надежных, конструктивных трансмиссий. Вот что о нем можно сказать и где он, также на каких моделях Hyundai он ставился? Очень надежная трансмиссия. Эта коробка стоит на акцентах, на креттах, на элантрах с мотором 1.6. То есть она уже отработала достаточное количество времени, зарекомендовала себя самым лучшим образом. То есть вот по коробкам меньше всего к вам приезжает? Меньше всего, да. Понятно. Как часто менять масло в коробке? Это регламентировано или это как через инспекцию? То есть посмотрели, надо... Мы всегда инспектируем состояние масла в коробке при каждом прохождении ТО. Но по опыту рекомендация по замене масла в коробке в наших городских условиях, именно касательно Алматы, 40 тысяч километров. Почему? Горная местность, стояние в пробках. Соответственно, Называемые вот моточасы. Моточасы, соответственно, да. То есть производитель Hyundai как говорит, если вы проезжаете меньше 15 километров с точки А в точку Б, соответственно, у вас автомобиль находится в очень тяжелых условиях эксплуатации. Почему? Что двигатель, что коробка у нас создают конденсат. Это нагрев, охлаждение, внутри выпадает конденсат. Чтобы этот конденсат выпарить, соответственно, надо проехать не меньше 15 километров с точки А в точку Б. Понятно. Если вы этого не делаете, то старайтесь нормы ТО сократить в 2 раза. Обалдеть. То есть если у вас в городе очень рваный трафик, рваное движение, то масло надо менять чаще? Естественно. Ну, то есть, грубо говоря, в Алмате надо намного чаще менять масло, чем, к примеру, если машина эксплуатируется там, в Павлодаре или в Кустанае. Соответственно. Ребят, мотайте. Это касается и двигателя, и коробки. Обалдеть. Очень интересно. Предлагаю сейчас поднять на подъемник и посмотреть
что у нас под днищем. Давайте. Машина на подъемнике. Ну что, наверное, стоит начать с передней подвески. Что тут у нас? Передняя подвеска у нас системы Макферсон, то есть рычаг, стойка. Достаточно распространенная подвеска на автомобилях Hyundai. Очень надежная, ну, можно сказать, по опыту неубиваемая. Часто ли приходится менять стойки и втулки с переднего стабилизатора? Нет, практически не приходится. Ну, потому что, вы знаете, есть автомобили, где-то иногда вот расходник прям. Есть такие автомобили, да. Я вам скажу так, что в последнее время компания Hyundai очень сильно проработали по качеству. И если у нас пыльники все защитные целые, то это практически вечная подвеска. Ну вот, по поводу антикоррозийной обработки. Зоны пескоструя покрыты антикоррозийной обработкой. Кузов у нас защищен традиционно специальным покрытием, которое дает гарантию от сквозной коррозии 7 лет. 7 лет. 7 лет. То есть, в принципе, здесь все защищено очень хорошо, очень качественно, очень грамотно. Я, честно говоря, не видел ржавых автомобилей Hyundai, которые эксплуатируются на нашем рынке. Хорошая новость. Что у нас Вот. с катализаторами? И вот опять же, вспоминая прошлое, я не знаю, относится ли это к настоящему, но были проблемы, когда рассыпался катализатор, и в блок забрасывало его, осколки. Ну, знаете, автомобиль достаточно свежий, но, судя по двигателю КАПа, который ставился на предыдущей модели, вот таких проблем не видели мы. Поломки катализатора чаще всего приводят к неправильной работе двигателя. Да, поэтому мы, ребят, в комментариях часто читаем, да, катализатор рассыпался, то пришлось резать, прошивать, ставить Евро-2. Это все из-за плохого топлива. Ну, вот 95-й, как вы сказали, и старайтесь заправляться на популярных сетках, а не на заправках no name. Вот. И Давайте идем. самое интересное, что здесь также играет роль, это, мы уже проговорили, топливо, несвоевременная замена свечей, соответственно, топливо у нас нормально не догорает в цилиндрах, а начинает догорать на катализаторах, выжигая его, расплавляя его. То же самое, неправильная работа форсунок двигателя, да, и то же самое, несвоевременная замена масла. Ну, то есть мы опять же приходим к тому, что если купил официальный автомобиль, то официально его и привози на сервис. Каждое ТО это не шутки, да, вот диагностическая карта ТО и интервалы, они прописаны, кстати, на сайте Hyundai KZ, там от акцента до Palisade, когда надо привозить машину, сколько стоит ТО, поэтому почитайте и всегда это соблюдайте. И к слову-то, любой сейчас автомобиль Hyundai, который вы покупаете, новый в автосалоне, дарит вам 5 ТО бесплатно. 5 ТО или 50 тысяч километров бесплатно. Чтобы вы понимали, для Hyundai Bayon это экономия в 407 тысяч тенге. Вот сколько стоит первое-пятое ТО. Поэтому, вот я здесь, все говорят, автомобили дорого, но отнимите уже 407 тысяч, уже будет дешевле. Проходим дальше. У нас бак, насколько я помню, на 45 литров. Это композит или это пластик, из чего? Это специальный пластик, соответственно, бак не металлический, и даже при конденсировании, при попадании влаги в бак, то есть у нас не будет организовываться там ржавчины. Вот. В любом случае, это и безопасно, это и надежно. Это получается щит температурный от выхлопа. Да? Тепловой экран от выхлопа, да. И самое интересное, это задняя подвеска. Сзади у нас очень простая, очень надежная балка. Балка скручиваемая, считается она полунезависимой. То есть при нагрузке Она имеет определенный ход, соответственно. Да. Это позитивно влияет на управляемость автомобиля, в первую очередь. на проезд неровностей. Да, верно. То есть меньше у нас происходит диагональное вывешивание. У нас тут дисковые задние тормоза, что есть хорошо. Задние тормоза дисковые. Они идут в купе, получается, одновременно задние тормоза у нас дисковые, а эти же колодки с стояночного тормоза. Все ясно. Ну и выхлоп. Ну, к слову-то сказать, тут и ломаться-то нечего. Проушина сзади, спереди вкручивается. Вот мы и дошли до конца. Я считаю, что это простой, надежный автомобиль.
закончили техническую серию, если так можно назвать. Но в любом случае задавайте свои вопросы по мотору, коробке, другим узлам и агрегатам. В случае чего зададим вопрос Сергею, и он ответит. А мы увидимся в следующей серии ресурсного теста с Hyundai Bayon. Пока!